вас приветствовать на очередном мероприятии Мафун Академии. Это образовательная программа, которую проводит Ассоциация молодежи финно-угорских народов всего мира, Мафун. Мы рады видеть людей, которые пришли сегодня на наше мероприятие. Спасибо всем вам, что вы нашли время и возможность в пятницу вечером присоединиться к этому вебинару и поговорить о настоящем и, возможно, будущем финно-угорских языков России. Я так понимаю, что нас слышно, нас видно. Наш докладчик сегодня многоуважаемый удмуртский лингвист Светлана Едыгарова-Мантель, также языковой активист. Я очень благодарен ей за то, что она согласилась выступить в нашей образовательной программе, подготовила доклад, и я надеюсь, что сегодня вам будет крайне интересно и полезно слушать ее, задавать ей вопросы, дискутировать с ней и делать какие-то выводы. Но, судя по всему, нас действительно видно, слышно. Наши гости начали приветствовать нас и друг друга на своих языках. Это здорово. И тогда я передаю слово Светлане и желаю вам всем хорошего мероприятия. И вот еще последнее напоминание такое. Мы работаем так, что спикер выступает, показывает презентацию, вы видите его. Вы можете с ним общаться через чат, который расположен, вот, где вы пишете свои приветствия. Вот, пожалуйста, пишите свои вопросы. Светлана сама скажет, как ей удобно на них отвечать, в каком порядке. Вот, ну и на этом все. Тогда слово Светлане. Хорошего всем вебинара. Всем привет. Я первый раз говорю вот так онлайн лекцию. И я видела в списке людей, друзей, знакомых. Я очень-очень рада, и как-то сложно пока понять и ориентироваться, потому что я сама никого не слышу, просто вижу в чате. Всем привет, я очень-очень рада видеть людей, которых давно не видела. Василий Гагарин, Инна Кайсина, Кристиан и все мои друзья из старта и так далее. Мне очень приятно, когда так много людей сразу и как-то онлайн. Я дома, у нас в Хельсинки еще день, почти еще светит солнце, у нас тоже 7 часов здесь. И сегодня я буду рассказывать о разновидностях финно-угорских языков. На самом деле я сейчас работаю в университете Хельсинки, делаю постдок исследования. Основная тема моего исследования – это морфосинтаксическое варьирование в пермских языках, в удмуртском и коми языке. Я была где-то 3 раза в социолингвистических экспедициях в Удмуртии, в республике Коми, в Коми-Пермяцком округе, где как раз я познакомилась с Васей Гагариным. И на основе вот этих социолингвистических материалов я делала несколько исследований. И сегодня буду рассказывать вам о некоторых выводах своих исследований. Вроде бы все сказала про себя. Так. Контекст моего доклада и вообще о чем я думаю, скажем, в последнее время. Например, когда я была также в прошлом году на Конгрессе финно-угорских народов, очень часто, когда мы, представители финно-угорских языков и не только, также других языков, на которых говорят в Российской Федерации, когда говорим о наших языках, о родных языках, мы очень часто имеем в виду абстрактную систему или абстрактное понятие о наших языках. Например, это система грамматических категорий, это, скажем, если удмуртский, это 15 падежей и так далее, и так далее. С другой стороны, когда мы говорим о наших родных национальных языках,
мы очень часто предполагаем идеологическую или институциональную концепцию, которая в основном практически возникли во время Советского Союза. Например, мы пользуемся такими концепциями, как литературный, ну, скажем, марийский язык, марийский диалект, чистый марийский язык или смешанный марийский язык, официальный, неофициальный марийский язык, марийский как родной, как второй и так далее, и так далее. В этом докладе я не пишу какой-то конкретный язык, обычно я пишу X, язык X. Мое основное исследование базируется на удмуртском языке, потому что удмуртский это мой родной язык, и я изучала удмуртский язык, изучала также коми язык, но именно конкретно в этой презентации я хочу говорить о том, что очень похожая ситуация также и у других финно-угорских народов. В первую очередь это у таких больших финно-угорских народов, как мордовские языки, марийский язык, коми-пермяцкие. И плюс на ситуацию этих языков, мне кажется, очень похожа ситуация чувашского языка. Это языки достаточно большие, достаточно много говорящих еще на этом языке. Потом у этих языков, можно сказать, схожая история и функционирование литературных языков. Кроме того, все эти народы, говорящие на этих языках, практически билингвизм у них похож, мне кажется. С другой стороны, например, кто не относится вот к этой X-категории языков, например, карелы. Карелы не относятся потому, что у них довольно такая сложная корреляция литературного языка и диалектов, потому что у карелов, например, какое-то долгое время вместо литературного употреблялся финский язык. С другой стороны, например, ханты-манси языки не очень подходят к этой ситуации, потому что, например, там тоже литературные языки, они намного ограниченнее функционируют, чем у удмуртов или у коми и так далее. Поэтому вот X языкам практически весь материал этой презентации подразумевается марийский, удмуртский, мордовский, коми-пермяцкий и чувашский. Хотя, честно говоря, ситуации чувашского языка я не совсем хорошо знакома. Так что, если здесь есть специалисты чувашского языка, то, я думаю, было бы очень хорошо тоже получить какие-то комментарии по этому поводу. Вот мне уже здесь в комментариях пишут, что у карелов никогда финский не был литературным языком. Не то, что был литературным языком, а так скажем, по-моему, когда-то в школах он употреблялся, изучался финский язык. Так, и в своем докладе вначале я буду говорить о языковых разновидностях на примере удмуртского языка, то есть все примеры у меня будут из удмуртского языка. Я расскажу об их особенностях лингвистических, а также об особенностях функционирования. А дальше я буду говорить немного о отношении говорящих к этим языковым разновидностям. И это будет на примере удмуртского и коми языка. Потом в конце моей презентации можно будет посмотреть названия статей, которые я писала вот по этим темам. Так, идем дальше. Терминология. По опыту, у меня был такой опыт, что довольно часто возникают разногласия по терминологии, которую я употребляю. Поэтому я решила, что здесь для начала важно объяснить, что я подразумеваю, когда использую тот или иной термин. Языковая разновидность – это
самый лучший термин, я думаю, который объясняет, например, скажем, литературный язык я называю разновидностью, диалект называю разновидностью, разговорный язык называю разновидностью. Этот термин я взяла из статьи Арто Мустайокет. Это был профессор русского языка, и который написал статью большую о разновидностях русского языка, поэтому я думаю, что это будет такой с научной точки зрения подходящий термин. Дальше есть термин языковой стиль. Стиль, я имею в виду социолингвистический стиль, про который еще, так сказать, отец социолингвистики Уильям Лабов, можно сказать, начал или представил как научный термин. И, например, как социолингвистический стиль Вильям Лабов определяет, это может быть спонтанная или сознательная речь. То есть получается спонтанный стиль или сознательный стиль. Кроме того, стиль я могу использовать как индивидуальный стиль, например, речь какого-то конкретного человека. Дальше я использую термин стандартный язык, что является вот в контексте моего доклада синонимом литературного языка. Просто стандартный язык – это традиция социолингвистическая, а литературный язык – это такая филологическая традиция. В принципе, одно и то же. Дальше разговорная разновидность. Довольно часто в русском контексте разговорная разновидность или разговорный стиль обозначает, скажем, вульгарный какой-то стиль. Это совершенно не так в моем докладе или в контексте моего исследования. Разговорная разновидность – это что по-английски называется vernacular или colloquial, или это язык коммуникации устной чаще всего, но не всегда устной, например, в личной переписке или в СМС или в интернете, например, тоже можно использовать в письменной форме такую форму. Дальше диалект. В теоретической литературе тоже разные описания бывают, что такое диалект, но в моей работе термин диалект я использую в классическом значении. То есть диалект – это говор какой-то конкретной местности. Дальше. Вот эта классификация, которую я уже достаточно часто всем показываю и рассказываю. Надеюсь, в конце концов, сама пойму, что я объясняю людям. Мне кажется, что вот у таких языков, как X, наши языки, удмуртский, марийский, коми-языки, есть такая большая разница между разговорной разновидностью и стандартной разновидностью. Иногда это можно назвать диглоссией, но я не буду так пока называть, потому что там много разных терминологических особенностей. Дальше, я думаю, будет понятно, в чем разница между разговорной и стандартной разновидностью. Ну, честно говоря, основная, мне кажется, особенность в том, что когда это разговорная речь, то там сразу присутствует русский язык. Когда в стандартной разновидности обычно стараются избегать максимально влияния русского языка, но не только в этом. Дальше разговорную разновидность я бы поделила на локальную или диалекты и межареальную, то есть такую междиалектную разновидность. Дальше стандартная разновидность. Мне кажется, что существует большая разница между письменной формой стандартного языка и устной формой стандартного языка. Это опять-таки коррелирует с влиянием русского языка. И кроме того, есть разница, когда это тексты такие свободные, например, это может быть научный текст, или это художественные тексты, или эссе какие-то, либо это язык средств массовой коммуникации.
Так, пойдем дальше. Локальная разговорная разновидность. А, Мне кажется, что в принципе практически любая разговорная разновидность, она имеет диалектную базу. Диалекты в наших языках могут сильно отличаться друг от друга, могут быть трудности взаимопонимания, и это зависит от языка, например, среди коми. Коми проживают на огромных территориях, среди ижемских коми, язвинских коми и других диалектов могут быть такое недопонимание. Потом, например, удмурты из Башкортостана, удмурты из Татарстана, и, скажем, северные удмурты могут не понимать друг друга, если, конечно, не будут вот на своем диалекте общаться. Потом, я думаю, то же самое и у мари, восточные мари и, скажем, луговые мари и так далее. Там могут быть какие-то трудности в понимании. Кроме того, наши диалекты отличаются тем, что там очень богатое и многообразное варьирование форм. Это не только слова, это и морфемы разные, и разные конструкции морфосинтаксические, и так далее, и так далее. И мой любимый пример того, насколько богаты наши диалекты, это пример из Удмуртского диалектологического атласа. Это первый том, выпущенный в 2009 году, где даются все или не все варианты названия Божьей коровки в удмуртских диалектах. И в этом списке 124 слова. Вот у меня здесь есть. Вот здесь. Я надеюсь, я сосчитала правильно. К сожалению, здесь очень мелкий шрифт, то есть у меня документ очень маленький и не видно. Здесь, значит, разные названия Божьей коровки по-удмуртски, дается значок, а дальше на карте определяется, где какой вариант употребляется. И, честно говоря, можно сказать, что практически в любой деревне свой вариант, как сказать, Божья коровка по-удмуртски. И мне кажется, что это означает, что у нас совершенно уникальный, не то что уникальный, но очень богатый язык в этом смысле. Но с другой стороны, например, очень часто вот такое недопонимание между говорящими на разных диалектах очень часто самими же удмуртами, например, и в особенности русскими, которые проживают на этих территориях, это воспринимается очень негативно. Типа, как? Вы, удмурты, друг друга не понимаете, или там вы, марийцы, друг друга не понимаете. Это обидно, конечно. Так, теперь пойдем дальше. Потом, мне кажется, очень важно понимать, что вот эта диалектная разговорная форма, она осваивается как родной язык в семье, осваивается благодаря родителям, и поэтому именно вот этот вариант, разговорный вариант, имеет очень важное эмоциональное значение как для отдельного человека, так и для всего языка. И именно как бы таким образом язык естественно передается из поколения в поколение. Потом можно сказать также, что диалект или вот эта локальная диалектная разновидность является первой разновидностью, которую осваивает человек удмурт, либо мари, либо коми. Дальше в школе, например, он может осваивать стандартную литературную форму и также может, например, другие диалектные формы, если он женится на ком-то из другого диалекта и так далее. А может быть и так, что диалект является единственной разновидностью человека. Если, например, у него не было возможности изучать в школе или в университете литературный язык. Очень важно также помнить о том, что диалекты — это такая живой язык, живая речь, которая тоже все время изменяется. И
Например, можно видеть такую тенденцию, что диалекты также получают влияние стандартных языков, например, удмуртского стандартного или литературного языка. Кроме того, во всех видах разговорной разновидности может присутствовать влияние русского языка. Может присутствовать влияние русского языка, я написала потому, что, например, у удмуртов до сих пор есть монолингвы, то есть такие люди, которые владеют только удмуртским языком и не знают русского языка. У меня был такой информант среди моих во время моих полевых исследований, но дальше даже у одноязычных удмуртских монолингвов, например, очень часто встречаются разные русские слова или выражения, хоть они, по крайней мере, когда они говорят, что они не знают русского языка. Далее, отношение к диалектам в наших обществах или в нашем обществе такое, что они остаются объектом научных исследований. И, например, в университете или в исследовательских институтах. И обычно изучение этих диалектов ведется очень таким классическим способом. То есть до сих пор, когда практически деревни переключаются уже на русский, когда, например, подрастающее поколение уже говорит на смешанном языке и так далее, все равно ученые, они как бы обращаются только или ищут только чистые черты диалектов и обычно обращаются только к старшему поколению говорящих. Хотя в то же время, например, даже социолингвистика сама родилась на диалектологии. То есть диалектология или локальные варианты, мне кажется, пора было бы, наверное, исследовать как бы в скупе. Не только искать чистые черты, а также искать те черты, которые являются вот в сегодняшних деревнях и так далее. Кроме того, современные диалекты, мне кажется, не имеют легитимности в социальной жизни. Это значит, что на диалектах не печатаются статьи в журналах и газетах, нет книг на диалекте и так далее. Вот здесь у меня есть еще примеры. Например, каким образом стандартный язык влияет на диалекты. Здесь слово джажек, гусь, на стандартском удмуртском языке. В срединном диалекте обычно происходит африкатизация в середине слова, то есть джаджик получается в срединном диалекте удмуртского языка. Но среди молодежи, в принципе, никто уже не говорит джаджик в срединном диалекте, например, в моей родной деревне. Джаджик вариант остается, например, у более старшего поколения, а у более младшего поколения такого уже не происходит. И когда я еще училась в университете, были такие интересные моменты, например, в это время у университета, наверное, не было денег, чтобы отправлять студентов на диалектологические экспедиции. И тогда мы, как бы студенты, собирали дома такой диалектологический материал. Конечно, у нас не было никакой техники, чтобы записывать и потом транскрибировать наши записи. И мы писали тексты, как говорят, скажем, наши мамы, наши бабушки. И часто в университете преподаватели нам возвращали наши тексты, иногда говорили, что на вашем диалекте так не говорят. И приходилось как бы стилизировать иногда наши тексты, как, например, говорила бы там бабушка и так далее. Это к тому, что представляют вот эти
чистые диалекты, существуют ли они или они уже не существуют. И мне кажется, здесь, как сказать, было бы интересно делать не такие классические диалектные экспедиции, а более такие социолингвистические, скажем, экспедиции. Так, здесь у меня один пример того, например, как люди говорят в деревнях. Этот пример интервью «Моя Удмуртия» видео из интернета. Одна журналистка берет интервью у такого пожилого мужчины. Пожилому мужчине, наверное, лет где-то 60 на улице. Она вот нашла его на улице и спрашивает: «А малы кошкладямиос? Распиналёсали из-за того, что укшел пирошуса, а жло уживал и Вань назвал на месте, ужаловал. Он просто не возмущаюсь, что высоту кижечко зарафает березы сосняком». И дальше вы можете прочитать перевод. Я, наверное, не буду читать перевод. И дальше ведущая спрашивает: «А жловала куштышкем коркалсты? Ажло пустыну некуда вал. Вань территория звал застроенной». То есть здесь получается, что красным обозначено это такие формы, например, которые в этом диалекте встречаются: пиналёс, укщо, деньги, типично для этого диалекта. А дальше мужчина переключается на русский язык. И мне кажется, что вот эта такая типичная речь или типичный стиль, не скажу, что во всех деревнях, наверное, даже в северных деревнях, скорее всего, типичнее такое смешение языков, но не факт. Я думаю, что практически, наверное, уже во всех деревнях есть такие люди, которые сильно мешают языки и так далее. Так, я тут еще читаю комментарии. Так, идем дальше. Межареальная разновидность. То есть, когда люди, которые осваивают родной язык в качестве родного языка какой-нибудь диалект, когда потом они приезжают в университет, в Ижевск, скажем, или студенты учиться на факультет удмуртской филологии. Извините, это уже не факультет, в институт удмуртского, нет, как называется? Ну, вы поняли, куда они приезжают, и как-то им надо общаться между собой. И здесь, я думаю, по крайней мере, еще в мое время были такие моменты, например, когда студенты могли смеяться друг над другом из-за того, что кто-то там употребляет диалектные варианты или диалектные слова, но потом через какое-то время, например, через 2 года, через год, они усваивают какой-то язык, такой язык, что, скажем, другие перестают смеяться. Ну, например, скажем, башкирские удмурты, да, приезжают учиться в университет, и когда у них нет еще вот такой хорошей базы литературного языка, над ними могут смеяться. Но потом они осваивают вот какую-то форму, которую студенты могут сказать: вот, теперь я общаюсь на литературном удмуртском языке. Но на самом деле это и не литературный удмуртский язык, и не диалект уже свой родной, скажем, а это какая-то такая смесь литературного языка с диалектными формами. Плюс, конечно, это очень много разных русских и слов, и форм, и так далее. И, например, еще очень такой интересный факт: если, скажем, в общежитии проживают студенты из разных диалектных зон, они могут начинать заимствовать какие-то диалектные формы из других диалектов в свою речь. И это тоже было бы очень интересным исследовательским проектом, каким образом вот это междиалектное заимствование происходит.
Ну, например, у меня одна подруга, она, по-моему, сама никогда не была в Башкирии, но у нее один родственник башкирский удмурт, и у него она переняла такое слово, как инде. То есть она говорит по-удмуртски и инде вставляет, хотя сама не башкирская удмуртка и не была там ни разу. Ам, Э, То же самое и со мной происходит. Например, когда я училась еще в Тарту университете с Вадимом Даниловым, Вадим Данилов очень любил вот такую клитик, называется по-английски как-то. Например, мы найко, верайко. И как-то я переняла, например, такой стиль разговора и начала в какое-то время вот так же выражаться. Но потом все это прошло, когда, как сказать, я уехала, Вадим уехала, и как бы эта черта исчезла из моей жизни. Но это очень тоже, мне кажется, такая интересная вещь именно междиалектного общения. Кроме того, что присутствует в удмуртском языке, я не знаю, по-моему, у коми нет такого феномена, у марийцев я не знаю. В удмуртском языке есть такие зарождения городского сленга. Хотя я бы сказала, есть только зарождение, то есть этого сленга еще в принципе нет. И такими чертами интересными вот этого стиля, например, являются такие модные слова, как гажанчики, что, наверное, лучше было бы хорошо перевести как удмуртские тусовщики. Чеберина, красавица, хотя, наверное, это слово не очень походит. Куаныны, слово, которое существует в диалектах, но именно вот в контексте этого удмуртского сленга приобрело такое значение кайфовать или, по-моему, даже, как сказать, получать оргазм. Хотя вот это, может быть, было диалектное значение. Кроме того, вот в этом кругу, так сказать, молодых удмуртских людей, которых объединяет, например, такой новый идентитет городского успешного и модного человека. Также стало модным, например, мешать русский язык с удмуртским. Это особенно, так сказать, стало модным среди тех, кто не изучал удмуртского, то есть который не знал удмуртского, но который попал вот в эту среду и как-то хотел удмуртизироваться, начал употреблять удмуртские слова и выражения какие-нибудь. И из этого вот получилось такой смешанный стиль русского удмуртского, который стал модным именно вот в рамках этого городского молодежного идентитета. Ну, мне кажется, вот этот молодежный идентитет и этот язык, он появился вокруг такого юмшан-промо, как это назвать, движения, что ли, креативного. Вот Андрей Чемушев мне написал про подобные слова в марийском языке. Чеверняк вместо чеверын, то есть пока по-марийски. Артем написал мне, что эти элементы красят удмуртский язык, больше удмуртских заимствований. Но на самом деле это, как сказать, языковая креативность и тоже очень интересное явление, которое, мне кажется, было бы интересно и изучать, и экспериментировать. Далее про письменный стандартный язык. Как я говорила, стандартный язык, есть большая разница между письменной формой и устной формой. В письменной форме качество использования языка очень сильно варьируется, потому что, поскольку наши языки такие ограниченные в использовании и так далее,
У каждого даже автора может быть совершенно разный стиль и совершенно разное качество языка. На самом деле я уверена, что на хоть существует такое предубеждение, что на удмуртском, либо на марийском и так далее, на чувашском можно говорить только на кухне и так далее. Я абсолютно не согласна с этим. Я думаю, что на наших языках можно говорить абсолютно на любую тему, о космосе, о медицине, об экономике и так далее. Это просто зависит от человека. Тот, кто умеет хорошо говорить, он прекрасно говорит, может сказать о любой теме. А проблема вот только в том, что большинство из нас не имеют опыта говорить на своем языке о разных темах. И как раз вот если посмотреть художественную литературу и так далее, особенно современную, а также, например, какие-то научные статьи и так далее, или особенно переводы, то от некоторых текстов волосы дыбом встают, потому что качество очень плохое. Иногда кажется, например, что это какой-то сплошной перевод с русского, что человек, который пишет эту статью или этот текст, он думает по-русски, а пишет просто удмуртскими словами. Хоть, например, он максимум пуристический текст, то есть все слова, формы и так далее, они соответствуют такому так называемому чистому удмуртскому языку, но сам текст очень плохого качества. А может быть, например, текст, где использование русских слов и национальных слов и форм умеренно, но текст кажется очень таким красивым и гармоничным, просто потому что сам, например, автор, он такой профессионал и, так сказать, чувствует язык и может писать хорошо, грамотно и зная, как нужно писать на родном языке. Кроме того, в стандартном языке или в литературном языке или дискурсе, так сказать, присутствует языковой пуризм. Это значит, что прямая интерференция с русского языка не принимается. И поэтому, когда большинство из нас владеет как национальным языком, так и русским языком, особенно это касается интеллигенции, ну и не только. Особенно это касается тех, кто каждый день использует интенсивно как русский язык, так и национальный язык. Бывает достаточно сложно фильтровать свой язык, чтобы не было русского влияния. И для этого нужна максимальная языковая деятельность, чтобы помнить, как это сказать на своем родном языке, чтобы не было русского слова, какой там был неологизм там, и так далее, и так далее. И поэтому стандартный язык очень часто имеет такой статус иностранного языка, потому что он требует очень много такой сознательной деятельности. И потому что в стандартном языке мы пытаемся максимум избегать вот этого влияния русского языка, там используется много неологизмов, а также, скажем, стандартных тоже как неологизмы морфосинтаксических конструкций и так далее. Еще из-за этого стандартный язык приобретает такой искусственный характер или практически статус иностранного языка. Вы, наверное, в курсе, сами знаете, как и марийцы, так и удмурты, и коми, например, особенно жалуются читатели газет, если в газетах используется очень много вот таких неологизмов и так далее. И Артем Малых спрашивает, можно ли примеры морфосинтаксических
новаций в письменном стандартном языке. Ну, к таким новациям я могу, например, сказать, это расширенное использование генитива или родительного падежа, когда в диалектах и в разговорной форме родительный падеж употребляется ну, в основном только с одушевленными предметами, например, Петялен книга С, книга Пети, а в таком стандартном дискурсе очень часто употребляется и с неодушевленными, например, институт Лен факультетес, факультет института. Кроме того, это использование адвербиаля, как это называется по-русски, согласовательного или обстоятельственного падежа в удмуртском языке в качестве атрибута. Извините, не лингвисты. Да-да-да, вот Артем, да-да-да. Очень правильно ты, Артем. Пример, да. И это использование существует только в стандартном языке. И такого использования, например, нет в диалектах или в разговорной форме. Хорошо. Когда говорим о литературной форме, о стандартной форме, на самом деле это такая... Не бейте меня, пожалуйста. Это искусственная форма языка, которая может стать естественной, то есть как родной натуральной формой языка, если достаточно много, скажем, читать, писать и так далее, достаточно много и интенсивно заниматься с этой формой языка. И таким образом получается, что наши диалекты – это форма нашего родного языка. Потом мы приобретаем, например, в школе или в университете, или, скажем, просто, как Артем Малых, скажем, который читает, пишет. Это может также стать, как, скажем, родным языком или родной разновидностью языка. Но мне кажется, что наши стандартные языки – это такая форма, что очень часто, если у нас нет практики, например, после завершения школы, где до 9 класса мы изучаем наши языки, литературу и так далее, если мы больше сами активно не используем этот язык, то, к сожалению, все наши навыки, они забываются. То есть мы можем читать и воспринимать язык, но сами воспроизвести вот этот стандартный язык или литературную форму красивую нам очень сложно. И именно поэтому, например, очень много таких некачественных текстов. И, например, я сама, вроде бы образованный удмурт, ученый и так далее, но я не пишу по-удмуртски. Я в какой-то момент заставила себя писать, например, какие-то записки, что в магазине купить и так далее, какие-то короткие записки на удмуртском языке, но я не пишу большие тексты сама. Я не пишу большие тексты, и мне очень сложно писать именно из-за того, что у меня нет этой практики. И я думаю, что я не единственный такой человек. Практически все удмурты, которые изучают свой родной язык в школе, в дальнейшем язык активно используют, я не знаю, мне кажется, очень мало людей. Таким образом, этот потенциал, эти знания, они просто угасают и пропадают, к сожалению. Дальше. Очень интересно смотреть, чем отличается вот этот письменный стандартный язык и устный стандартный язык. Как только, скажем, существует также разница между подготовленной и неподготовленной спонтанной речью. Если, скажем, какой-нибудь лектор, типа меня, ведет лекцию на удмуртском языке, и если он заранее подготовил, либо, например, на телевидении ведущие, если они заранее подготовили текст, они могут
на прекрасном, красивом удмуртском языке рассказать какой-то текст. Но как только начинается спонтанное интервью и так далее, язык тут же меняется. Там тут же начинают появляться русские слова, потом происходит переключение кодов, смешение кодов, плюс появляется как-то автоматически или unconsciously, несознательно, например, свои диалектные черты этого ведущего. И у меня по этому поводу есть такой интересный пример. Только вот сначала я сейчас прочитаю комментарии. Артем пишет, это все, наверное, видит, да? Ничего не пропадает. У меня был перерыв 16 лет, я не говорю и написал по-марийски. Оказалось, что ничего не забыл. Мне кажется, что одно дело ничего не забыл, но другое дело, например, если писать регулярно, мне кажется, что стиль, он может становиться все лучше и лучше. Например, если посмотреть, как пишет даже русскоязычный человек. Пишет человек, который, например, часто не пишет. Это может быть очень такой средненький текст. А если это человек, например, который пишет блог регулярно, мне кажется, что как бы уровень использования языка или уровень текста, он может расти, 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 расти. И может получиться великий писатель. У нас потенциально каждый человек это великий писатель. Интенсивность практики влияет. Дальше посмотрим этот мой интересный пример. Этот пример из передачи Малакеш Луно. Здесь два текста, первый текст и второй текст. Это из одной передачи. В начале передачи ведущая читает текст. Чипурга Yorosich Пугачева Черкогуртыр Индияшке ожигарчасти Шукукети Арсеналынгы Пупармис Пугачева учно которыштыз дастык буртьёсын кыш чамыз шур уйшьёс эвакуировать каремынвал пожары вормыны лыска сыналагины. Такой красивый текст, очень длинное предложение. Это она устно говорит в начале передачи. Здесь много неологизмов, например, Черкогурть, село Ожгар, военный, Тылку, пожар, длинные числительные на удмуртском языке, Кыштямыз, Шурс, Коснунал, суббота и так далее. Дальше эта же самая ведущая, она начинает вести интервью, спонтанные вопросы, и что у нас тут происходит. Монтодичко, тилят в каждый экзамен делуот, общество знаний, предмет я. Киньёс дать то, даща, может сошум по то, что бергес дать то накуле. То есть здесь сразу появляются такие русские слова, как может, что. Потом появляется такая диалектная форма заимствования глаголов. Сдать стены вместо, например, так скажем, литературной стратегии сдать Карыны, но в то же время, хоть это и спонтанная речь, ведущая, она все-таки пытается держать это в рамках стандартного языка и применяет также и стандартные формы, например, обществознание предмет я или по предмету обществознания. Возможно, это не лучший вариант, но, например, она также могла бы сказать какой-нибудь неологизм, который в своей семье, например, она не употребляет. Так, что у нас из истории языковых разновидностей? А как быть с иностранными словами и заимствованиями? Про иностранные заимствования. Я сама лично, например,
придерживаюсь такой стратегии, даже когда, например, говорю со своими детьми, всегда балансировать неологизмы заимствованными словами. И мне кажется, что это тоже очень типично для наших языков. Например, для конкретных авторов, конкретных текстов, каждый вправе выбрать свою стратегию и стараться балансировать. Либо очень много неологизмов, либо очень много русских заимствований, либо там есть какой-то баланс, что-то неологизм, что-то из русского заимствованного. Еще у нас очень часто, например, есть такая стратегия, когда мы говорим, это особенно в газетах видно, какое-то понятие, которое мы не хотим вот буквально заимствовать из русского языка, мы это как бы объясняем или какой-то метафорой выражаем. У меня был такой пример, например, мать-одиночка, это можно сказать как воспитывающая одна ребенка мать. Либо, например, своим детям слово кнопка я говорю как зибон. То есть от слова зибыны нажать, используя вот морфологию удмуртскую, можно придумывать разные такие слова, которые, в принципе, понятны, могут быть понятны всем. И, например, когда Артем Малых со мной общается, он использует так много разных неологизмов, но они такие логичные неологизмы, что я почти всегда догадываюсь, что это значит. И мне кажется, что это очень такой интересный стиль Артема. Вот, здесь из истории языковых разновидностей очень много написано, картинок нет, извините. Скажу, наверное, кратко. Например, до того, как стали формироваться наши литературные языки, в принципе, литературные языки удмуртов, марийцев и чувашей образовались практически по одному сценарию. И мордвы и коми в какой-то мере тоже, в принципе. Или наши современные литературные языки, они сформировались вот в молодое советское время, где-то до 1937 года, скажем. И в этом смысле нужно помнить и понимать, что до этого времени все наши языки, они, в принципе, были в такой в устной форме. То есть на них не писали. И передавались они, так скажем, из уст в уста. И вообще наши языки, не было такой концепции удмуртский язык, не было такой концепции марийский язык, чувашский или еще что-то. Мне кажется, что, наверное, в это время была такая концепция, как, скажем, язык, как говорят люди из этой деревни, или как люди говорят вот из этой территории. Люди говорят за этим лесом вот так вот. То есть и у нас языки похожи, но вот что такое удмуртский и так далее, такого не было. Это появилось во время Советского Союза, когда нужно было срочно и быстро как-то организовать все эти малочисленные и немалочисленные языки и народы в советское время. И таким образом появились вот такие концепции, или появилась такая институционализация этих национальных языков и народов тоже. Таким образом, как бы появились такие концепции, как удмуртский язык, горно-марийский язык, луговой марийский и так далее. Далее, когда была сформирована вот какая-то база этих стандартных или литературных языков, которые, кстати говоря, были в принципе сформулированы по модели русского языка. Я думаю, что многие из вас, наверное, знают, в курсе про эти процессы. Например, там как алфавиты менялись в разных языках, как все это подгонялось ближе к русскому языку, и орфография и так далее. И, в принципе, описание всех этих языков проходило более-менее аналогично традициям русского языка. Когда
происходило вот такое активное образование этих литературных языков. После 1937 года это все прекратилось. А, Я думаю, вы знаете тоже про репрессии интеллигенции у удмуртов, марийцев, коми, по-моему, меньше в Чувашии было таких репрессий. И курс такой, который в это время начался, минимум национализма, то есть, например, языковой пуризм был, как сказать, неофициально запрещен. И неофициально курс начался к заимствованию из русского языка. То есть русский язык это цемент нашего общества, обогащение нерусских языков и так далее. То есть было более безопасно заимствовать какую-то форму из русского языка, чем, например, представить свой удмуртский или коми вариант этой формы. Я об этом тоже писала. Это, например, суффикс «ой», советской, или в удмуртском, в марийском, по-моему, это «и» вариант советский, «ай» в мордовских языках, «эй» в коми языках. И этот суффикс был утвержден как стандартный литературный, хотя, например, в коми языке там свой суффикс был чисто коми суффикс. Но как бы пуризм оказался таким опасным и запрещенным в это время. И, в принципе, в это время начинается вот этот укрепляться концепция литературных языков, преподаваться в школах. И после 50-х годов, например, уже литературные языки осваиваются в школе, и такая бурная литературная деятельность происходит. То есть происходит такое формирование вот такого золотого классического времени наших литературных языков. В удмуртском это Красильников, блин, забыла все названия. Ну, в любом языке есть свои классики вот этого периода, когда наши стандартные языки, литературные языки были на пике своего использования и формирования. Но все-таки диалекты вот все это время или локальные говоры, они остаются вот как живой и как основной тип общения между людьми. Совсем такой живой-живой. Далее, после перестройки, когда, например, был запрет на языковой туризм, был запрет на использование неологизмов, он перестал существовать, и новая волна языкового туризма появилась в это время. И в это время, например, создаются терминологические комитеты в национальных регионах, которые занимаются неологизмами. И что интересно, например, очень многие неологизмы, которые еще придумывались в послереволюционное время, они как бы заново предлагаются в употребление. Но что, например, не изменилось, это не изменилось отношение понятия о литературном языке. В это время также после уже перестройки диалекты начали получать ощутимое влияние стандартного языка. И кроме того, после перестройки особенно устная форма языка диалектов начинает получать все более сильное и сильное влияние русского языка, на что влияет как и в принципе вообще политическая ситуация, а также и развитие коммуникативных средств, интернет и так далее. Далее, второй раздел отношений говорящих к языковым разновидностям. Здесь мой основной тезис состоит в том, что на формирование тех или иных представлений отношений говорящих к своему языку национальному повлияла лингвистическая культура русского языка.
Когда я говорю про лингвистическую культуру, это не я придумала, это Шифман писал об этом. Кроме того, в своих исследованиях я а, очень часто упоминаю работу Джеймса Мюра о культуре стандартного литературного языка. Об этом я расскажу далее. Лингвистическая культура, что это? Кратко говоря, это весь культурный багаж языковых представлений говорящих о своем языке. Далее я буду говорить о лингвистической культуре русского языка или российской лингвистической культуре, что включает в себя культуру русского языка, культуру других языков России или бывшего СССР, а также культура стандартного языка. Мгм. Далее, например, Джеймс Милрой говорит, что многим таким распространенным большим языкам, как английскому, испанскому, французскому, типична такая культура стандартного языка. Это значит, что существует понятие единого правильного языка, который, скорее всего, вот литературный или стандартный, и у разных разновидностей имеет разный социальный статус, престиж стандартной разновидности и непрестижные разговорные другие разновидности. Язык не принадлежит говорящему. Язык определяют ученые авторитеты в учебниках, словарях и так далее. То есть как официально написано вот эта грамматика английского языка. И только ограниченная группа людей участвует в определении формирования стандартного языка, ученые-лингвисты, которые пишут те же самые грамматики и словари. Потом для такой культуры типично рассматривать стандартный язык как язык в целом. То есть наш язык это вот только литературный и стандартный язык, ничего другого. Причем ученые-лингвисты и филологи сами пропагандируют идеологию стандартной лингвистической культуры. Например, говорят, так не говорят или неправильно произносят и так далее. Вот здесь некоторые моменты культуры русского языка, что для нас важно, потому что мы, в принципе, живем в этой культуре. Русский литературный язык имеет долгую историю, а потом стандартный язык имеет обширное распространение и употребление. Например, москвич без всяких проблем понимает кого-то из Владивостока. И помните, как я говорила, что наши языки, диалекты различаются настолько, что иногда трудно понимать, например, северному удмурту, удмурта из Башкортостана. Такого явления нет среди русскоговорящих. Потом разговорный язык, он, в принципе, такой общеупотребительный язык, и от стандартного языка он драматически сильно не отличается. Потом русский язык получил такой престижный статус относительно других языков Советского Союза. То есть он стал таким великим языком. Я русский выучил бы только за то, что на нем разговаривал или, скажем, язык Тургенева и так далее. Но это была такая, как скажем, идеологический ход в Советском Союзе. И в то же время в СССР развивается такая низкая культура русского языка, появляются языковые штампы, канцелярщина и так далее. То есть вот все эти советские лозунги, которые как бы авторитаризм на мышление получается. Они задают какие-то такие шаблоны мышления, и получается, что человек уже как-то не способен свои мысли выражать, а там шаблоны, шаблоны, шаблоны. Ничего вам не напоминает, как говорят наши, например, национальные лидеры, тоже такими шаблонами. После перестройки Владивосток плохой пример. Организация жителей Северо-Ярославской области. Может, я
немного ездила по России. А, После перестройки происходит такая демократизация русского языка. И, например, появляется такое явление, как очень такая большая критика лингвистов, языковедов того, как люди говорят на русском языке. И, может быть, вы знаете, книга Кронгаус «Русский язык на грани нервного срыва». Юдина тоже про это пишет, например, особенно они ругают, как политики разговаривают, общественные люди, например, как сказать, оценивалась речь Горбачева и Путина сейчас, по-моему, тоже есть разные там мнения, какой стиль он выбирает и так далее. И вообще, как бы в принципе, что в советское время было, что сохранилось для культуры русского языка, очень важна концепция правильного языка или нормы. Мне кажется, это явление еще связано с тем, что когда был вот этот процесс обращения нерусскоговорящего населения в русскоговорящий, вот как раз эти нормы, они стали вот этим основным процессом и двигателем к тому, чтобы вот эти люди начали говорить по-русски правильно. И, например, мне кажется, особенно это вот в таких провинциальных национальных регионах, как Удмуртия, Марий-Эл, Чувашия, даже сами вот эта национальная интеллигенция и так далее особенно не обращают внимания, куда ставить ударение, какую форму правильно или неправильно выбирать. Например, как говорить, позвонишь или позвонишь, там, черный кофе или черное кофе и так далее. И, конечно, чтобы показать, что ты такой образованный и все хорошо знаешь, так не говорят, не позвонишь, а позвонишь. И так далее. Кроме того, русский язык тоже как бы принадлежит лингвистам-филологам, которые вот определяют и критикуют, кто как говорит. Лично я на своем опыте не раз такую критику испытывала, как я неправильно говорю по-русски и так далее. И продолжаю говорить и произносить неправильно. Потом стандартный русский язык понимается как язык в целом, то есть диалекты не то что практически, а вообще никогда не учитываются. Вот я тут уже пропускаю что-то. Извините, я не всегда могу комментарии читать и реагировать на них. И, в принципе, то, что типично русскому языку, мы вот все эти представления и как бы переносим на понимание наших языков, наших национальных языков. И вот здесь я отметила некоторые пункты, вот, которые мы перенимали из культуры русского языка. Мы это перенимали на культуру наших национальных языков. Например, для нас тоже важна концепция правильного языка. То есть литературный стандартный язык для нас это вот единственная правильная форма. Или это может быть еще, так сказать, только чистые диалекты, как правильная или легитимная форма языка. Понятие чистого и неправильного языка для нас очень важно. И причем к чистому мы относимся положительно, а к неправильному мы относимся негативно. И вот правильный или чистый вариант, или литературный, пуристический вариант воспринимается как язык в целом. Например, в процессе изучения в университете, в школе или в процессе преподавания, в мероприятиях по сохранению и развитию языка мы развиваем и сохраняем вот только этот чистый литературный вариант. Престиж только у чистого варианта. И наш стандартный язык имеет такой эксклюзивный характер. То есть это только очень-очень-очень мало людей, которые могут воспроизвести вот этот чистый, действительно качественный вариант.
форму стандартного языка. И это значит, что э, говорящие удмурты, марийцы, коми, чуваши, я также думаю, они очень негативно, в особенности относятся к смешанному языку, то есть к удмуртско-русскому, коми-русскому и так далее. У меня есть вот еще один другой любимый пример. Это на самом деле комиксы. Денис Корнилов, который сделал, и к этим комиксам он написал вот такой текст, который тоже такой смешанный, русско-удмуртский, и вдруг суадис ту, что Дима Кьосты. Вообще-то, честно говоря, нокче амиоба саджими заевалма. Амиоба бузач мужик шуиц, что состу кычеке куныш ваиц, что состу классное, что вузанет но солен состу пот, но по каким-то там непонятным причинам пузановывались. Вот такой текст. Под этим текстом, значит, комментарии двух типов. Девушка, филолог, она пишет, что все так очень хорошо, красиво, но почему так много русско-удмуртского смешанного языка? Разве это круто? На это ему отвечает мужчина, активист, продвинутый человек, и тоже сам использует вот такой смешанный язык, что это не признак того, что это не призыв ко всем писать смешанно, это не утверждение, что это круто, это констатация факта. Удмуртский, русский язык существует, и все, это не хорошо, это неплохо и нехорошо. Это жизнь такая. Я бы вообще эту фразу, так сказать, слоганом к моему исследованию взяла. Это, кстати, тоже вот такое смешанное использование модно, вот про что я говорила, в таком городском удмуртском пространстве модного и успешного удмурта. И дальше это же девушка-филолог, она пишет, что ей стыдно, когда удмурты говорят на таком смешанном языке. И она завидует и удивляется тем иностранцам, которые могут общаться на чисто красивом удмуртском языке. То есть, как бы, вот эти комментарии, это как раз пример того, что каким образом мы переняли вот эти языковые отношения из русской культуры, потому что русская культура, она монолингвальная, одноязычная, там нет других языков вокруг. И русский филолог, человек, он привык к тому, что вот есть русский, и есть русский красивый вот этот литературный, и все. И мы, в принципе, привыкли к тому же и очень негативно относимся к такому виду языкового использования. Далее, это тексты из материалов круглого стола об использовании коми-языка в СМИ. Тоже интересный пример, мне кажется. Например, первым ученый, коми-ученый, он говорит о нарушениях коми-языка в языке средств массовой информации. Вот здесь он пишет, какие нарушения, и особенно он отмечает, что очень много таких форм, которые звучат по-русски, а это нарушение. Дальше. Другой исследователь, тоже филолог, пишет, я давно уже хотел написать, как Юрган, это телеканал Коми в республике Коми, убивает коми-язык. И я много раз уже говорил, что ряды новостей КРТК и ВГТРК главные явные враги коми-языка. То есть получается, что коми-лингвисты называют коми-журналистов, которые, в принципе, занимаются одним и тем же, они их называют главными врагами. То есть получается, что они друг к другу относятся как к врагам. С другой стороны, коми-лингвисты, скажем, они сами придумывают разные формы, пишут грамматики, и они ожидают,
что коми-журналисты возьмут словари и грамматики, и они выучат вот те формы, которые они придумали. То есть получается, что они такие авторитеты в языке. Они придумывают, а другим нужно выучить и использовать эти формы. И мне кажется, вот такие высказывания, такое отношение, в особенности нашей национальной интеллигенции, в особенности филологов, очень типично. Кроме того, я еще скажу, что с тех пор, например, как в Удмуртии появилась вот эта городская молодежная среда модная, когда появился, например, Богдан Амфиногенов, Даралили, они начали писать вот на этом смешанном языке. Удмуртская интеллигенция потихоньку начинает привыкать и как-то принимать вот этот смешанный язык. Но в то время, например, в Коми, как мне показалось, до сих пор общество или интеллигенция, она до сих пор очень, так сказать, негативно настроена. Наверное, потому что, например, нет такого явления в Коми, что есть у удмуртов. Про чувашей я не могу сказать, про Мариел. Там у меня есть информация, что там даже существуют такие школы, которые соревнуются тем, чтобы утвердить либо эту форму. И они могут даже жаловаться друг на друга, что, чтобы как бы сказать, провести свою форму в словаре, например, или по каким правилам напечатать словари и какие грамматические, орфографические правила утвердить. Так, читаю комментарии. Так, пойдем дальше. Значит, выводы уже ближе к концу. Наши народы, в особенности интеллигенция, воспринимают свои национальные языки в призме культуры русского языка. То есть нормативный или стандартный язык хорошо, диалект архаический объект, а другие разновидности, например, смешанные, очень нехорошо, очень негативно. Но нужно помнить, что наши языки это не русский язык, наши языки функционируют по-другому, про что я говорила в начале доклада. Наши народы существуют в ситуации двух языков, а не одного языка, как русский язык, например. Происходит интенсивная языковая интерференция, но мы не можем этого отрицать. Это есть, это факт, нужно это признать. И современная программа по развитию сохранения языков формируется тоже под влиянием культуры стандартного языка, то есть существует только литературный язык. И мне кажется, что нам необходимо учитывать все наши языковые разновидности. И уже совсем конец, по-моему, что я могу предложить, как ситуацию можно изменить в лучшую сторону. Мне кажется, что нужно просто поменять наше отношение к разным языковым разновидностям, разрешить людям говорить так, как они умеют, стимулировать их говорить, употреблять язык, в особенности, скажем, писать, например, в интернете, вести блоги и так далее, как они умеют. Пусть они начнут, и если опыт будет как бы постоянным, там язык может улучшаться, мне кажется. И если демократизировать использование языка, это может освободить творческую энергию языка, мне так кажется. Например, вот этот урбанистский удмуртский сленг, или, например, деятельность Богдана Амфиногенова, который имеет очень много такой вот энергии, языковой энергии, витальности именно, вот эта форма, а не, например, вот этот иногда мертвый, такой некачественный пуристический язык. И мне кажется, сконцентрировать больше внимания и использовать больше ресурсов на расширение сфер использования языка. Если говорить, например, про литературный язык, развивать какие-то и создавать творческие пространства, где необходим язык.
Это можно также организовать институционально, например, в образовательных учреждениях можно обучать тому в школах, университетах, каким образом функционируют наши языки, что у нас есть много разных разновидностей, что мы можем мешать наши языки с русским, например, и это может пониматься также как наш ресурс, ресурс наших языков. И таким образом, если, например, подрастающий удмурт или Мария будет как бы сознательно это понимать и так далее, я думаю, что можно также ему помочь, чтобы он не стеснялся этого. И если он не будет стесняться, то там тоже будет, мне кажется, какой-то творческий прорыв. Идея чистого литературного языка. Я ни в коем случае не против этого понятия, потому что обычно многие люди после моих выступлений думают, что я такая противница злая литературного языка. Нет, ни в коем случае. Но просто, как сказать, моя идея в том, чтобы престиж других разновидностей нужно также поднять до литературного языка, например, значение и престиж диалектов, а также смешанного языка. И в конце концов, мне кажется, необходимо осуществлять очень такие качественные и особенно быстрые, вот сейчас вот, социолингвистические исследования по использованию языка, потому что языковая ситуация меняется буквально там через пару лет и все. Когда я начинала свое исследование в 2011 году, мне кажется, уже с тех пор ситуация изменилась. И, возможно, через пару лет вообще уже вот весь этот материал будет абсолютно не актуальным, потому что ассимиляция и так далее. Ну все, Тау. Что мне теперь делать? Отвечать на вопрос? Спасибо, Светлане. Да, можно тогда отвечать на вопросы. Коллеги, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Света, тогда просьба, ну вот прям зачитывать вопрос и давать на него ответ. Хорошо? Хорошо. Так, Я буду давайте. стараться следить, чтобы мы не пропустили вопросы. Мгм. Пишите вопросы сейчас, потому что те вопросы, которые где-то вы выше написали, я пропустила. И сейчас мне будет сложно как-то найти их. Да, там было много сопутствующих таких дискуссий друг с другом, мы обменивались шутками, комментариями и так далее. Мгм. Позвольте, я на правах, пока люди формулируют свои вопросы, на правах организатора вот такой вопрос задам. Ну, мне кажется, что есть такие, я бы так это сформулировал, не очень научно, может быть, корректно, но я думаю, что э, и ты, и слушатели меня поймут. Есть некоторые такие затруднения в структуре удмуртской грамматики, ну, затруднения, скажем, в сравнении там с русским языком, который, наверное, сейчас все больше используется как какой-то такой образец, в том числе формулирование предложений, выстраивание предложений. Вот есть некоторые такие затруднения, которые заставляют прибегать к калькированию русских конструкций. Ну, например, такие вещи, как то, что нет какой-то собственной формы для заимствованных наречий и прилагательных, то, что нет какой-то собственной формы для заимствованных глаголов, то, что сложно строить сложно подчиненные предложения. Есть ли какое-то решение или ответ у удмуртских лингвистов на это? Как с этим быть? Мне кажется, что это сильно зависит от жанра и места, где употребляешь этот язык. Например, если это язык средств массовой информации, там нет никаких проблем, если вот, использовать эти русские, те же самые конструкции сложно подчиненных предложений и так далее. Это не нарушает эстетику восприятия текста, потому что обычно это такой, так сказать, чуть-чуть э, неэмоциональный текст. Но это имеет огромное значение, если, например, это такой эмоциональный текст, например, какие-то литературные жанры, либо поэзия, либо, например, вот те же самые комиксы,
которые я вам показывала, там нужно быть вот таким очень чутким языковым пользователем, потому что там вот эти русские конструкции могут абсолютно нарушить восприятие текста. И что с этим делать? Мне кажется, вообще, в принципе, было бы очень полезно и актуально, например, построить такую переводческую теорию. Или, хотя уже есть, например, такая сопоставительная грамматика удмуртского и русского Бараксанова. Нет, не Бараксанова. Была Каракулова. Было бы сделать подобное, но по синтаксису больше, потому что синтаксис, он практически не изучен, и особенно сейчас самое большое такое влияние идет из синтаксиса. И, в принципе, в университете вести, и не только в университете, а вообще, мне кажется, даже в школе, например, очень много таких каких-то сопоставительных исследований и сопоставительных упражнений, что ли. И вообще, как бы, моя идея еще была в том, что среди наших народов нужно вести не то, что урок родного языка, а урок родных стилей. То есть очень много работать со стилями. Не, про- не только преподавать там какую-то абстрактную грамматику, а именно преподавать стили и именно учить людей распознавать, что есть это родной стиль, хороший стиль, что есть вот этот плохой, не то что плохой, а такой некачественный стиль и так далее. Мне кажется, что таким образом можно вот воспитать это чувство а, хорошего, качественного языка, чувство вот. Я бы вот Понятно? уточнил. Мне просто это интересно. Например, никак не решена проблема, что делать с заимствованными какими-то глаголами, там эвакуировать, например, и, ну, Мгм. использовать, понятно, да, эвакуировать корны и так далее. Но мне кажется, что все носители и пользователи удмуртского языка понимают, что это какая-то форма, ну, несовершенная. То есть здесь, ну, такое есть впечатление, что как будто бы вот нам не хватило немного какой-то изобретательности, смелости и преданности языку, чтобы сказать Мгм. как-то это нормально. И, условно Мгм. говоря, там украинцы как-то этот вопрос решили, татары как-то этот вопрос решили, и, в принципе, ну, все такие становящиеся нации, там, начала 20 века, все как-то этот вопрос решили успешно и не помнят об этом уже 100 лет. Вот я думаю, есть ли какая-то такая идея удмуртских лингвистов предложить нам какое-то решение для этих вещей, чтобы мы могли нормально ну, говорить какие-то слова для эвакуировать, не придумывая это слово с удмуртским корнем, да? Мгм. Ну, вот Настя Шумилова написала «Декабряны», это же круто там, да? Мгм. Мгм. Хочется чего-то такого легкого решения от удмуртских лингвистов. Хочется понять вот твою позицию на этот счет. Мне кажется, что, ну, как сказать, нужно творческих лингвистов, ой, творческих удмуртов, не обязательно лингвистов. Мне кажется, лингвисты, они наоборот сидят, копаются в каких-то таких. Хорошо, то есть это вопрос семинара какого-то, собрать разных людей, кто работает с языком, и потворить. Мгм. Ну да, Да? да. Отлично. Спасибо. К следующим тогда вопросам, пожалуйста, отлистай, там вот с Артема Федоринчика начинаем. Так, подожди. М, Так, ой-ой-ой. Можно развернуть окошко чат. Да-да-да. Максимайз. Угу. Так, где у меня тут что начинается? Артем Федоринчик. Светлана, я как согласен. Так, прочитай. Да. Вопрос? Светлана, я как лингвист согласен с тем тезисом, что понятие
Секунду, сейчас мы... У меня почему-то пропал этот... Ага. Норма- э, Что понятие о едином нормативном языке, это скорее советская специфика, и вообще говоря, с внедрением, но это позволило сблизить те варианты русского языка, которые бытовали на территории СССР, и облегчить коммуникацию. На данном этапе удмуртский язык все-таки довольно разношерстен, поэтому надобность в распространении единой нормы очень остра. Пока что. Да, я согласна абсолютно с этим. Мне кажется, что единая норма это важно, но на чем я акцентирую внимание, что, например, не стоит, как, скажем, русские филологи настолько концентрироваться на норме, что вот писать там именно не с одной «н», а с двумя «н», либо как произносить и так далее, потому что очень часто в наших языках тоже такое бывает. И когда говорим о единой норме, мне кажется, мы также можем составлять и новые нормы, потому что язык развивается, ситуация развивается, но как бы в это же время не критиковать, например, тех, которые не соблюдают эту норму. И когда мы создаем какие-то нормы, здесь проблема возникает в том, что если я как лингвист или мы как какая-то комиссия или семинар, мы решили так и так, как мы потом будем вот людям объяснять, почему мы так решили, почему они должны так говорить, и как мы их научим, чтобы они вот освоили эту норму. Вот в этом как бы основная проблема на сегодняшний момент, мне кажется. Можно миллион всяких норм придумывать и так далее, но если никто не читает, не пишет, там не смотрит вот на этом языке, где мы эти нормы применяем, то никакого эффекта, мне кажется. Не то, что никакого эффекта, а мало эффекта. Поэтому нам надо также, наверное, еще больше внимания обращать на то, что вот на эти каналы, которые бы эти нормы распространили и в люди, и детей обучали и так далее. Но опять-таки говорить о нормах, когда уже наши дети не говорят на языке, тоже как-то получается очень много проблем, которые нужно в одно время решать. И когда такая ситуация, бывает необходимо сконцентрироваться на более жизненно важных проблемах, что ли, например, чтобы наши дети освоили язык. Так, какие здесь есть Спасибо. еще? Вот вопрос я нашел выше. Значит, звучит так. Он от Данила Зайцева, если я не ошибаюсь. Вопрос про креолизацию. Для этого явления уже есть термин. То, что вы описываете, на мой взгляд, и является креолизацией. Так ли это? Креолизация? Креолизация. Креолизация. Угу. Вот В такой принципе, вопрос. да, в принципе, это может привести к реализации, но если мои знания достаточно для анализа такого вопроса, кажется, например, тот же самый литературный язык и то, что у нас вот есть эта письменная форма, она, в принципе, может сохранить наши языки от реализации. То есть, если мы сейчас успеем как документировать и сохранить вот эти наши языковые нормы, по крайней мере, вот в этой литературной форме, то, мне кажется, это может как бы сохранить нас от реализации. И, например, даже Артем может выучить вот эти стандартные формы и использовать красивый удмуртский язык без реализации.
Вот Андрей Чемышев, Света, используется ли в всевозможных исследованиях, например, в социолингвистических, sentiment analysis? Я не знаю, я не знаю, что такое sentiment analysis. Ага, как лезет. Вот тут кто-то про бисермянский язык спрашивает или говорит, однако языком бисермян называют наречие удмуртского языка. А так литературного бисермянского языка нет, значит, кто-то спрашивает про бисермянский язык. С бисермянским языком так же, как, наверное, и не так же, а более-менее, как, например, с луговым марийским и горно-марийским. Нет, не так же. На самом деле лингвисты удмуртские, языковеды, например, бестермянский рассматривают как диалект удмуртского языка. И обычно в рамках удмуртологии бестермянский принято рассматривать как диалект, хотя Тепляшина и написала язык бестермян. Попытка написания литературного языка Михаил Федотов начинал, но не доделал. И, по-моему, сейчас нет литературного бисермянского языка. Но есть такой идентитет бисермян, что мы бисермяне, мы народ. И я не помню, с какого года после перестройки, например, стало снова возможным в переписи себя бисермяном обозначать по национальности. А как сами бисермяне себя считают? У меня есть такие знакомые бисермяне, которые, например, до какого-то периода писали себя удмуртами, а после какого-то периода писали себя бисермянами именно вот в переписи народов. Мне кажется, что есть разные бисермяне. Те бисермяне, которые чуть-чуть вот в этом движении бисермянского идентитета, они могут считать себя бисермянами. А другие, такие сказать, простые смертные. Мне кажется, очень часто еще в зависимости от контекста. Где-то можно себя удмуртом назвать, где-то бисермяна. Есть ли исследования по кличкам и ругательствам на удмуртском языке? По кличкам и ругательствам. Есть исследования по именам в удмуртском языке, что может в какой-то степени с кличками перекликается. По ругательствам я не знаю, есть ли исследования на удмуртском языке. Этногруппы и наречий коми вот тоже основных два выделяют. Коми-зырянский и коми-пермяцкий. Коми-зырянский и коми-пермяцкий там, в принципе, еще в 19-18 веке, потому что они, в принципе, территориально почти что отделены, получается. И, в принципе, две идентичности уже существовали, коми-зырян и коми-пермяков, но после революции, это еще, по-моему, пермская администрация очень сильно настояла на том, что коми-пермяки, они как бы остались таким отдельным народом и отдельным языком. И, в принципе, вот такая поддержка коми-пермяцкого стандартного языка, она также влияла вот и образованию такому коми-пермяцкой идентичности. И по словам, например, Ларисы Пономаревой, коми-пермяцкая интеллигенция очень еще так старается, как сказать, отделиться коми-пермяцкой, ну, по крайней мере, в литературном языке старается не применять, например, зырянизмы и так далее, заимствование из литературного зырянского. А в чем Федоринчик
Светлана, в связи с каналами распространения логично возникает вопрос, на каких каналах, по-твоему, стоит сейчас попытаться сделать акцент? Если говорить о творческом потенциале языка, мне кажется, конечно же, это интернет, это блоги, форумы и так далее, и так далее. Например, раньше откуда появлялись удмуртские ученые, не ученые, а писатели, они появлялись через газету, детскую газету, куда они писали, как-то из них выбирали и так далее. Сейчас, по-моему, вот это не актуально, и сейчас, мне кажется, наверное, нужно какие-то вот такие онлайн-пространства организовывать, где бы, например, молодые школьники писали какие-то тексты, и кто-то бы комментировал эти тексты, и какие-то бы там, я не знаю, шаблоны по стилям разным давал и так далее. Куарады Золгес Карва. Упс. По поводу творчества Богдана у меня складывается впечатление, что если он использует этот модерн шпрах, то всегда с элементом стёба. С элементом стёба. Это же вопрос, если там элемент стёба. На самом деле, если говорить про творчество Богдана Афиногенова, в первую очередь я бы сказала это явление как языковое хулиганство, и мне кажется, что такое явление появилось как протест вот против этого искусственного пуристического языка, которое в это время присутствовало и до сих пор присутствует, например, в художественной литературе, но которое иногда кажется настолько искусственным, что, например, не имеет никакого эмоционального эффекта на читателя. И именно поэтому, мне кажется, Богдан Амфиногенов или творчество Богдана Амфиногенова вызвало именно вот такое эмоциональное восприятие, потому что он пишет так, как люди говорят. Люди говорят на смешанном языке, вот так он и пишет. И, возможно, вот такое, так сказать, хулиганство и дает такой элемент стёба. Может быть, шамарданские населения думают, что говорят на внешнем языке, но они не репрезентативны. На самом деле это тоже очень интересно исследовать, кто думает, на каком языке говорит. У меня были такие, например, примеры, когда люди говорят, что они говорят на таком языке, а потом ученые приходят и говорят, нет, ваш язык это не, называется не так, ваш язык называется по-другому. В принципе, это так, как сказать, не только у ветермян встречается такое. Так, это проблема того, что Богдан всем нравится за то, что он понятен без знания удмуртского языка, и за то, что у него модельный ряд в стихах шире, чем в более традиционной литературе. Это тоже правда, но, например, я еще видела такие стихи, которые, ну какие, школьные. И единственное, например, что было интересно в таких, сказать, школьных детских стихах, вот именно это переключение и использование, например, двух языков в стихотворении или еще где-то, это тоже, мне кажется, может быть как такой специфический, как они это называют, прием в художественной литературе, который может вызвать какое-то специфическое восприятие текста. То есть две основных вариантов образования терминов, использование внутренних ресурсов того же русского языка, заимствование инкорпирование крупные финно-угорские языки при этом почти не используются.
Популярность русских на русском языке. Боже, Ника, правда? Папа, ты с кем разговариваешь? Макс, так, по какому это читать? Мудроу или Мюдгу. По-французски скажите, знакомы ли вы с переводчиком Якубом Лопатко? Нет, не знакома. Он перевел Калигу с финского на белорусский. Нет, не знакома. Поняла, Ника. Olipa selvä. Это был вопрос еще про использование сентимент-анализа. Сентимент-анализис. От Да-да. Андрея Чемышева. Это используется ли во всевозможных исследованиях, например, в социолингвистических sentiment-анализис? Это я читала, но я не знаю, что такое. Андрей, напиши, пожалуйста, что это такое для нас, кратко. Тональность каких-то косметов. Угу. Вау. Мгм. Я не знаю никаких исследований или как это называется. Мгм. Но это интересно, я могу этим заняться. Честно, честно. Мне очень интересно. Спасибо, Андрей, за подсказку. Света, а есть ли исследования удмуртского языка сейчас аналогичные тем, социолингвистические, аналогичные тем, которые делает Эктор Аллас и фонд по чувашскому языку в Чувашии? Ну, ты, наверное, видела его исследования. То есть там Да. много очень таких количественных данных и сравнительных данных. Типа, ну, например, там использование удмуртского языка или родного языка там, школьниками в селах республики, там сравнение с использованием школьниками в городах республики и так далее. Есть ли вот аналогичные вообще материалы по удмуртскому языку в Удмуртии? Я не знаю, есть ли целенаправленная вот такая деятельность. Есть какая-то отдельная, наверное, статистика вот в разных там министерствах и так далее. Много лет назад еще Министерство национальной политики проводило исследования подобные, но все данные засекречены были, невозможно их практически было найти. И, как сказать, время от времени появляются сборники по таким, но, к сожалению, вот нет такого, как сказать, системного исследования или системного или программного исследования. И я думаю, что это очень жаль, потому что в особенности социолингвистика очень нуждается вот именно из года в год или периодически в таких исследованиях, потому что ситуация меняется и как-то также нужно как бы следить за динамикой этих изменений. Спасибо, ясно. А в сравнении там, с другими языками, если не только удмуртский брать, вот из тех языков, о которых ты сегодня говорила, финно-угорских таких относительно больших, там есть такие количественные социолингвистические исследования по ним? Коми, марийские языки, Мгм. мокшерзя, тоже, Это скорее всего. вообще просто, как сказать, это ужас в том смысле, что особенно у финно-угорских языков там нет почти что ничего вот такого исследования. Когда я была на конференции Пермистика в Сыктывкаре прошлой осенью,
Я спросила там у одного известного коми-лингвиста, есть у вас кто-то, кто занимается социолингвистикой, коми языка и так далее? Она мне сказала, а зачем нам? У нас и так хватает чем заниматься. А есть и другие, пусть изучают. Ну вот такое отношение как бы ученых местных. А в коме есть, например, Валентина Гаврилова, ну, которая специализировалась, потому что она, по-моему, уже даже и работу поменяла на изменении кодов марийского, русского. В мордовских, например, болгарка Янурик, ну, которая тоже в основном на изменении кодов специализируется. И в вебинаре выступала тоже женщина. Но, например, очень мало таких исследований, практически нет, которые бы, скажем, на серьезную социолингвистическую теоретическую базу бы ориентировался или ориентировалась, к сожалению. В удмуртском языке вот диссертация Жужа Шаланки и Ларисы Широбоковой. И сейчас я знаю, Инна Кайсина делает тоже диссертацию о интерференции русского языка в удмуртский. Но они все опять-таки такие, как сказать, точечные. То есть нет такого. Хотя, по-моему, была идея на базе Института удмуртского языка, билингва, кажется, делать такие социологические исследования, но я не знаю, как там вот все это дело продвигается. С другой стороны, я тут сижу, так сказать, одна, чем-то занимаюсь, какими-то своими делами, потому что у меня двое маленьких детей, и как раз у меня весь этот процесс исследовательский происходил в это время. У меня, в принципе, тоже особо возможности не было ездить куда-то и почаще, так сказать, и выступать, и общаться. Вот комментарий есть Артема Федоринчика на это все, что в России вообще плохо с социолингвистикой, это либо замаскированная пропаганда, либо люди извне, как тот же Эктор. Я абсолютно согласна, потому что я еще недавно была в Питере, в этом Европейском университете, и также на конференции в университете государственном петербургском. И, в принципе, там примерно посмотрела, как, например, на уровне докторантов и магистрантов находится социолингвистика. И, так сказать, одно дело вот это, что в Питере происходит. Можно представить, например, что там вот в провинциальных университетах происходит. Эктор — это каталонец, который изучает ситуацию чувашского языка. Какой-то Михаил Кноп ему На исследование по освоению детьми удмуртского языка, ну или вот других языков, о которых сегодня была речь. Как это? Language Acquisition, кажется, называется, да? В западной науке. Ну, в мировой науке. Вот такое же про какие-то специфику того, как удмуртский язык усваивается детьми. Как удмуртский язык усваивается детьми, пока они в детский сад не ходят, нормально, я бы сказала. Опять-таки, например, когда появился термин, понятие билингвист в Удмуртии, очень такие интересные явления стали происходить. Билингвизм понимается как, вот, например, есть детский сад, либо кружок, вот берешь своего ребенка и туда отводишь, и вот там работают вот этим языком и этим языком. И это воспринимается как билингвизм. А вот, например, то, что ты сам дома можешь с ребенком говорить свободно на родном языке, без всяких там
пособий, упражнений и так далее. Вот это за билингвизм не считается в современной Удмуртии. Это я так поняла. И, может, вы помните, недавно еще тоже статья была про билингвизм на русском языке. Это был день, или я не помню. Молодой человек тоже пишет про вот эти процессы, двуязычия и так далее. И мне кажется, что там тоже еще, как сказать, нет такого полного, ясного представления. Люди просто не знают, что такое билингвизм, не понимают. И, например, по-моему, многие даже просто не догадываются, что они, например, если сами начнут говорить с детьми, что этот ребенок может выучить этот язык, они как бы просто не верят в это, видимо. Они такое отношение, что вот придите и научите меня этому билингвизму. Как я могу научить билингвизму своего ребенка? А вот я сам не знаю. То есть это получается билингвизм такой, какой-то такой сложный феномен, иностранный, модный и так далее. А на самом деле это просто вот открой рот и говори с ребенком на языке, выучит он все прекрасно. Такой вопрос. Вот, значит, фактически языки, которые мы сегодня обсуждали, лишены какой-то институциональной поддержки. Образование, ну, преподавание языков ведется, но в достаточно ограниченных объемах. И вот от года сокращается. В этих условиях какие каналы, по которым как-то транслируется удмуртский язык, являются такими, ну, ведущими, что ли, для создания образа языка, для влияния на то, как он используется, и на, ну, на некоторую его языковую устойчивость? Мне кажется, что нам сейчас повезло в том, что интернет начинает или приобретает такой, как сказать, становится доступным всем, что, в принципе, вот эту функцию можно перенести в интернет. Даже вот, например, вот эти вебинары, которые Мафун организует, как, в принципе, начало вот такого нового типа образования, донесения и так далее. В интернете существует множество всяких онлайн-курсов и так далее. И даже в университете Хельсинки, например, сейчас идет очень много такого видео дигитализации преподавания и обучения. Так что, мне кажется, в принципе, если мы будем достаточно умными и продвинутыми, в принципе, все это можно вот вынести. Есть же, как это называется, Толга, где бывают такие подобные же общественные публикации, лекции, те же самые уроки родного языка и так далее. Мне кажется, если это достаточно много и все это перевести в интернет, в принципе, шанс есть, мне кажется. Мы ждем следующих вопросов тогда, пока слушатели формулируют вопрос. Мой долг по просьбе Артема Федоринчика и по зову сердца и совести проинформировать вас, уважаемые гости этого вебинара, о том, что в этом году, летом, с 23 по 30 июля в Удмуртии на базе отдыха агроусадьба Салиадор пройдет второй лагерь по изучению удмуртского языка и удмуртских народных традиций, который называется Яратоно Удмурткыл, то есть любимый удмуртский язык. Вот. И лагерь этот проводится второй год подряд. Он затеян активистами. Такая замечательная низовая инициатива. Создан на манер чувашского языкового лагеря, что, мне кажется, очень важно для малых народов России, когда они вот так вот дружат, обмениваются форматами и так далее. В общем, это такой будет интересный лагерь, где многие ваши знакомые будут участвовать в качестве лекторов. Насколько мне известно, Светлана тоже заявлена как один из спикеров в этом лагере. Она кивает, значит, это правда, значит, она приедет и будет выступать на какую-то, наверное, социолингвистическую тему актуальную. В общем, это такое интересное место, где можно изучать удмуртский язык. Там есть совершенно разные уровни для начинающих, для средних, для продолжающих. Вот.
Там нету какого-то такого жесткого разделения по возрастам, то есть можно вам приехать, если вам уже там 30-40 лет, можно туда приехать, взять ребенка, если у вас дети, вот, и вместе изучать язык, как бы ходя по разным образовательным траекториям. Вот, я вам сейчас, господа, сброшу ссылку на информацию об этом лагере, почитайте, пожалуйста. Если есть какие-то вопросы, то пишите мне, а я вас свяжу с организаторами. Вот один среди нас сегодня, среди наших гостей, Артем Федоринчик. Вот, с удовольствием свяжу с ним, и, в общем, подробности все вы сможете узнать. Ну, на этом моя вот реклама, анонс закончилась. Давайте, если есть вопросы, потому что, как справедливо пишет тот же Артем Федоринчик, давайте отпускать лектора, потому что мы уже 2 часа с вами общаемся сегодня, и ну, почти 2 часа выступает Светлана. Это прилично. Sí, me pot. Ну что, Ну, прощаемся? видимо, да, закончились содержательные вопросы. Михаил, я вот кратко относительно ваших комментариев. Вы к нам, видимо, недавно присоединились, так начинаете активно входить в эту финно-угорскую тематику, у вас очень много вопросов. Мы не можем сегодня все вопросы такие затронуть, потому что мы довольно специализированным темам посвящаем эти, ну, вот, вебинары, да. Традиционная вера удмуртов, там, этногруппа удмуртов, это все очень интересно. У вас, если есть какие-то конкретные пожелания, пишите. Мне, вы все увидите в конце мероприятия мой адрес электронной почты. Мы постараемся сделать, ну, вот какие-то вебинары по этим интересным вам темам. Вот, тогда, с вашего позволения, я от себя тогда поблагодарю Светлану за прекрасный вебинар сегодня, очень интересный, очень живой такой, вот что мне очень понравилось, в такой интерактивной диалоговой манере, с отсылкой к какому-то фактическому реальному материалу. Это очень здорово было. Кроме того, благодарю Светлану за такой очень обстоятельный и научно фундированный доклад. Мне кажется, важно, когда финно-угорские ученые делают по-настоящему качественные вещи. Вот, и важно и приятно осознавать, что наука, делаемая нашими финно-угорскими учеными, она находится реально на мировом уровне, и про нее не скажешь, что это какой-то провинциализм. Вот, ну и на этом все. Я вас всех благодарю, что вы сегодня пришли на это мероприятие, потратили столько сил, времени и внимания на то, чтобы обсуждать эту важную тему. Жду вас на следующих всех мероприятиях. У нас следующее мероприятие как раз с нашими большими друзьями, соседями чувашами. 4 мая Александр Блинов, практик языкового активизма, устроитель вот этих замечательных чувашских лагерей, будет рассказывать о том, какие они инициативы у себя в Чувашии делают в отношении чувашского языка, делиться опытом, рассказывать об успехах, неудачах и так далее. Будет очень интересный такой практический семинар. Ну и, господа, всем большое спасибо. И я тогда, ну, прощальное слово предоставляю Светлане. И на этом мы будем мероприятие завершать. И всего вам самого хорошего. Спасибо всем. Это был мой первый такой опыт, но очень интересно, мне кажется. Я бы с удовольствием еще выступала. Хлебом не корми, дай повыступать. Что я хочу сказать, на самом деле, единственная возможность сохранить, развить язык — это говорить, говорить, писать. И в принципе, все, что, в принципе, я сама делаю, говорю с детьми, и начать бы еще писать блог, например, там или еще что-нибудь. И всем спасибо и пока. И я надеюсь, я очень хочу с вами со всеми повидаться, с моими знакомыми, с теми, с кем я еще уже общалась, но ни разу еще не видела. Пока.